أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ассаламу алейкум раматуллахи баракатух. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала Аллаху, всемогущему, всезнающему, а также хвала Аллаху, которому мы поклоняемся и у Него просим помощь, спасения нашей души. Дорогие мои братья, лезгины и лезгиноязычные народы, а также все кавказские народы, кто болеет душой за лезгинский народ. Но сегодняшний день у нас идет боевые действия на территории Кусар, Хачмаз, Худат, тех территориях. Азербайджанское правительство Эльхам Алиев объявил войну против лезгинского движения Садвала, организацию. Но они поднимают вопрос, типа уничтожает ваххабизм, этим дает народу ложные и информации, чтобы народ лезгины находились глубоко в заблуждении. Но действительно не так. Они именно взялись за лезгин, уничтожение лезгинской национальности, единство лезгинского народа. Садвал организация они хотят уничтожить полностью. Они хотят их уничтожить для того, чтобы завтрашний день, чтобы Россия на Кавказе осталась без поддержки. Но я не знаю, почему именно российские власти сегодня не поддерживают лезгинских активистов, которые защищают свою грудью южные ворота Кавказа. Но сегодня происходит у нас очень такие боевые действия на территории, которые Кусарский, Хачмаз, Худат, в этих территориях, где колпакны проживают лезгинские. Минимум 3000 человек из партии Садвал организация, их называя сепаратист, на своем земле хотят уничтожить. Но прежде чем эти дела они начали делать против нашего народа, они сперва начали очистить талышский народ, уничтожая талышев, сажая их, многих ребят, в тюрьмы. Но они это еще раньше говорили своими словами. Мы после талышева возьмемся за лезгин. А также мне они говорили, ты враг нашего народа, ты всегда против нашего народа, но лед тронулись, мы начнем против вас сейчас уничтожать ваших лезгин. Но действительно, сегодня молодежь лезгинского народа, а также и народ обязана поддержать свои национальные интересы, а также культуру своего народа, а так исторические обычаи, традиции. Поэтому я призываю всех братьев и сестер поддержать тех же братьев, кто сопротивляется против этих врагов, оккупантов, которые пришли на нашу землю, ущемляют права лезгинского народа. Но наш азербайджанское правительство Ильхам Алиев находится в заблуждении против лезгинского народа. Он думает, что он победит наш народ. Но это не так, дорогие мои братья. Даже Тимур-Ленг, когда дал команду против лезгин уничтожать, было уничтожено войска Тимур-Ленга, лезгинский народ. После того Тимур-Ленг сказал, я не смогу идти против этого народа, так как до судного дня над этим народом стоит молитва Зулькарнейна, потому что
Сегодня Азербайджан хочет захватить лезгинский народ, но я думаю, молитва, которая стоит над нами, Зулькарнейна, уничтожит Азербайджан с лица земли. Если какие-то страны будут помогать Азербайджану, Азербайджан будет, эти страны тоже будет вместе с Азербайджаном уничтожена. Поэтому за нами стоит наш Аллах и молитва наших праведников. И будем уповать на Аллаха, поддержать всех лезгинов везде, не имеет значения, где бы он ни был, хоть в любом конце мира. Лезгин – это воин моего Аллаха и народ воинственный. Они должны стать рядами, защитить честь, совесть своего народа. Раз эти пришлые оккупанты 100 лет издевались над нашим народом, но сегодня они должны получить полный отпор. Война не должен ни в Кусарах, ни Хачмазе, ни Худате, нигде. Война должна находиться только в Баку, там начаться. Поэтому, дорогие мои братья, только в одном Баку 400-500 тысяч семей лезгины живут. 3 миллиона лезгины живут на территории Азербайджана. Куда вы смотрите, когда они убивают ваших же детей, мужей, братьев? Вы же видите, сегодня мне звонит, я слышу бои, из самолета, из вертолета, оттуда везде стреляют наших братьев лезгин, обзывая их, они ваххабиты. На других статьях их называют салафиты. Даже Азербайджан сам, не ведая никакую религию, не знает, что такое ваххабизм, что такое салафизм, что такое суфизм, это салафизм. Они сеют смуты, объявил войну против суннитского народа Лезгистана. Поэтому, да, они сделали очень ошибку, большую ошибку против нашего народа. Дорогие мои братья, неужели вы будете сидеть на стороне, сложа руки, не защищать честь, совесть своего народа? Они же пошли против нашего единства, против нашего народа. Неужели вы не видите в слезах, сколько матерей сейчас? Только сегодня я слышал выстрелы, бои, которые идут в Кусарах, в тех территориях. Тем более, там сделаны большие подкопы. И нигде вот эта земля, которая, когда сделали подкопы, нигде это бугорки земли не было, потому что это провокация азербайджанских спецслужб, это давно было сделано, все это. Они это сделали для того, чтобы сделать очистку наш народ, уничтожить нашу организацию САДЛу. Многие лезгины, которые себя называли лидеры ФЛНК и другие, стоит на стороне, делает вид, как будто ничего нет было, ничего не слышно. Но действительно сегодня даже люди звонят мне, плачут, убивают нас, наших молодежь, наших детей, ведут боевые действия против нашего народа. Это уже есть объявление войны против нашего народа, против лезгинского народа. Они после этого, как уничтожить эти лезгинские активистов, у них в Нахчеване целые дивизии с лезгинской армии, которые они должны освободить Кавказ от русских. Их плане Ильхам Алиева, плане Турции, плане НАТО, которые сидят американские ЦРУ в Азербайджане, их плане из Кавказа прогнать российские войска, выгнать Россию из Кавказа. А с другой стороны, из севера много враги российского народа, которые хотят
революции делать внутри России. Из Англии хотят тоже переворот через Кавказ. В этих делах участвуют сильно русские граждане, которые хотят против Путина сделать переворот внутри Российской Федерации. Поэтому Ильхам Алиев взял за лезгинский народ. Если в случае чего, если лезгинский народ встанет против них, они до этого поехали в Узбекистан, Казахстан, везде создать, собирать силу Туран. Поэтому, дорогие мои братья, Ильхам Алиев ярый враг нашего народа. За око, зуб за зуб, мы по Корану должен двигаться. Я, как имам Лезгистана, призываю всех верующих братьев Кавказа защитить честь, совесть нашего народа. Если они пройдет через наш народ на территории Кавказа, все народы Кавказа будут в крови и под бомбежкой. Они хотят с юга открыть войну против России. Я не знаю, почему президент России Владимир Владимирович Путин верит Азербайджану, Турцию. И культурно они ведут свою политику против кавказских народов. Но Эрдоган давно говорил, 20 регионов Российской Федерации, это принадлежит нам. Крым тоже нам. Башкирия, Татария, все, Кавказ. Это даже поднимая лезгинские карты, сам Эрдоган доказывал, что это территория нашей. Но эта территория никогда не была ихним. Поэтому Ильхам Алиев ведут хитрые политики против россиян, против славянский народ, против кавказский народ. Мы обязаны сегодня, дорогие мои братья, думать, как спасти наш народ. Наш народ больше 100 лет, как появился на нашей земле, Республика Азербайджан, они издеваются над нашим народом, убивая нашу молодежь. Старший Гайдар Алиев, сколько лезгинов расстреливали в тюрьмах в Азербайджане, невинных, обманывая российские политики с того времени, типа говорил Гайдар Алиев, генерал Кахриманов хочет отделяться от России, создать Лезгистан, отдельно независимое государство, и подставил всех лезгин сперва, чтобы Ельцин не поддержал лезгин. И после этого он по-хитрому собирал всех лезгин с территории Российской Федерации и убивал в тюрьмах в Азербайджане. Это все было. И я защищал в это время наш народ, интересы лезгинского народа. Но никто не пошел поддерживать лезгинский народ. Также глава Дагестана Мухаммад Али пошел против нашего народа внутри Дагестана. А Гайдар Алиев против нашего народа. И сегодня они повторяются опять те же тактики против лезгинского народа. Я думаю, многие братья, которые сегодня вас ведут в заблуждение, что объявили они тайную войну против лезгин, а говорят, что ваххабитов убиваем, этих убиваем. Нету там никакие ваххабиты, никакие салафиты, суфисты. Там есть мусульмане, которые намаз делают, простые, как я, как другие, патриоты нашего народа, которые хотят воссоединения Лезгистана, соединения Азербайджан, Дагестан, Лезгины, все народы. Неужели вам нравится между вами граница, о народ? Поэтому прежде чем открыть до 1 числа эти границы, до 1 числа они, как дали слово дагестанскому правительству, они взяли делать очистку наш народ, чтобы
патриоты, чтобы не был на территории Азербайджана. Я это знаю, почему это говорю, потому что их спецслужбы мне иногда сообщают Азербайджан. Азербайджан нам сообщает, они мне говорят, лед тронулся. Мы вас там же уничтожим. На территории Российской Федерации, говорят. Вы враги нашего народа. Мы, как можем быть мы врагами, если мы хозяева этой земли? Эти земли принадлежат нам, лезгинам. Они пришли на наши земли, захватили, оккупировали. Они говорят, это все наши, да, ребята. Уже сколько вы сами слышали, что Азербайджан все время говорит, это безземье, безземье. Но я это слово еще в тюрьмах 12 лет, находясь в габустанской тюрьме, все говорили, ребят, безземье, 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 безземье. Уже надоел мне этот заразная республика Азербайджан. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах. Братья, думайте, молодежь, вы сегодня щит народа. Вы все обязаны думать, как спасти наш народ. Мы все должны, как быть сегодня, быть щитом нашего народа и спасти наш народ от угнетения, от ущемления права нашего народа. Я призываю всех народов Кавказа объединиться, поддержать лезгинский народ. И воистину мы можем устоять против наших врагов, как устояли наши деды, праведники до нас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.